Документ, имеющий высшую юридическую силу, был принят 26 лет назад всенародным голосованием. Тогда началась новая история Ингушетии. За эти годы в главный документ республики вносились небольшие изменения, но Конституция была и есть гарантия собственной государственности ингушского народа. Репортаж Светланы Томовой. 26 лет исполняется Конституции Ингушетии. Над изданием главного документа республики полгода кропотливо трудились лучшие умы нашего региона. По результатам голосования 97% жителей, пришедших на участки в день всенародного референдума, новый закон был поддержан. И 27 февраля 1994 года Конституция Республики Ингушетия была принята. Я как философ хорошо был знаком с европейской философией, немецкой, французской. А правовая мысль европейцев, она пронизана философским мышлением. Поэтому представление, допустим, в части, касающейся прав, свобод человека, гражданина, мне вполне понятно, даже если я не юрист. Это было да. А так, что касается более таких не частных таких моментов, специфически правовых, то, конечно, приходилось где-то что-то почитать, что-то посмотреть, что-то там подтянуться и так далее. Такие вещи были тоже, да. Одной из ключевых фигур, причастных к созданию Конституции, можно заслуженно назвать Мурада Келигова. Он стал не только соавтором главного закона Ингушетии, но и первым председателем Народного собрания республики. 11 марта 1994 года Келигов единогласно был избран на эту должность. В те годы из 96 кандидатов в депутаты были избраны 27 человек. Одно дело написать Конституцию, может быть, даже и неплохую для того времени там, и так далее. А другое дело, как шла жизнь. Вот я должен сказать, что жизнь шла в основном не по Конституции. Вот тогда, о котором времени вы говорите, начало 90-х годов, очень сложное время, противоречивое, неоднозначное, проблем выше головы. И тогда, может быть, я понимал, что все равно придется человек, который управляет республикой, ему придется все равно не строго иногда следовать даже по Конституции, а иногда даже и отступить, а иногда даже промолчать кого-то нет и так далее. Ситуация была такая. Было время непростое, но тем не менее нашими учеными, юристами был создан этот проект Конституции, он принят голосованием, народным голосованием. Этот документ ныне действует, и все подчиняются именно нормам этой Конституции. Юристы сходятся во мнении, что именно с принятием этого закона началась новая документально подкрепленная история ингушского народа. За прошедшие годы наша Конституция претерпела некоторые изменения. Она состоит из 11 глав и 114 статей, благодаря которым наш регион получил статус равноправного и самостоятельного субъекта России. Наша задача и представителей государственных органов, и юристов, и средств массовой информации объяснять, рассказывать нашим гражданам роль и значение Конституции в жизни общества. Конституция – это правовой фундамент любого общества. Поэтому, если мы это будем понимать и с уважением относиться к нашей Конституции, то и мы, то и дальнейшее наше развитие республики, правовое развитие будет стабильным и динамичным. 26 лет в регионе действует свой основной закон республики. Наш долг бережно относиться к Конституции республики, чтить, уважать и следовать заложенным в нем нормам и общенациональным ценностям. Я, допустим, считаю, что мне удалось максимально провести те идеи, те мысли, которые я понял, осмыслил и считал их правильными. Жизнь показала, что я правильно делал. Светлана Томова, Новости 24.